эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Очередной теракт в Турции. 3 турецких солдата были убиты на юго-востоке страны, недалеко от курдских районов. Президент Эрдоган заявляет, что будет сражаться с террором до победного конца. Даже если нам придется сражаться в одиночку, мы в итоге победим. Президентская партия Нур-Отан празднует победу. Итоги парламентских выборов в Казахстане никого не удивили. Центр избиркома рапортует о рекордной явке избирателей, наблюдатели фиксируют нарушения. В странах Центральной Азии началось празднование Науруза. В Кыргызстане исламские фундаменталисты призывают отменить этот праздник. В других республиках объявлены выходные дни. Я считаю Науруз нашим национальным праздником, а не религиозным. И мы должны чтить свои традиции. В Чехии вспоминают украинских политзаключенных. В Праге завершился фестиваль «Кременсос», приуроченный ко второй годовщине аннексии Крыма. Прошло 2 года, и эти люди наконец осознали, особенно те, кто бегал с триколорами по площадям, их просто подло и цинично использовали. 3 турецких солдат погибли во время теракта на юго-востоке Турции. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в службе безопасности страны. Бомба взорвалась во время проезда бронированного транспорта сил безопасности. Это произошло в городе Нусайбин, недалеко от границы с Сирией, где столкновения между боевиками Рабочей партии Курдистана и турецкими силовиками происходят регулярно. В Нусайбине действует круглосуточный комендантский час. Усиление мер безопасности в Турции остается одной из главных тем на фоне выросшей террористической угрозы. Напомним, в субботу утром в центре Стамбула прогремел взрыв. Погибли 4 человека, более 30 получили ранения. Террорист-смертник привел в действие бомбу на одной из самых популярных у туристов улиц – Истикляль. Министерство внутренних дел Турции возложило ответственность за теракт на группировку «Исламское государство». На следующий день после теракта с заявлением выступил президент страны Реджеп Таyyip Эрдоган. Мы пресечем действия тех, кто пытается погрузить Турцию в пучину террора. Даже если нам придется сражаться в одиночку, мы в итоге победим. Это не первый теракт, произошедший в Турции в этом году. Атакам за последние 3 месяца уже несколько раз подвергались Анкара, Стамбул и районы провинции Диярбакыр. В воскресенье по соображениям безопасности был отменен футбольный матч Галатасарай-Фенербахче. Зрители, собравшиеся к началу игры, попросили незамедлительно покинуть трибуны. Местные власти объявили эвакуацию после предупреждения спецслужб. Мы были у входа, когда нам сказали, что на стадион никого не пустят. Как такое возможно? Приехало много людей, я добирался сюда несколько часов. Говорят, внутри небезопасно. А что, снаружи лучше? Опасаясь новых терактов, все больше жителей крупных турецких городов предпочитают оставаться дома. В интервью «Настоящему времени» журналист Явуз Хагани рассказал о ситуации и настроениях в Стамбуле, а также о реакции на произошедшее в социальных сетях. Некоторые люди стали бояться отправлять детей в школы. Те, кто отправили, места себе не находили, пока дети до школы не дошли. В соцсетях было много фотографий пустых стамбульских улиц. Жители публиковали фото дорог, где все светофоры горели зеленым светом. Это настолько нетипично, чтобы в субботу ночью в Стамбуле не было бы пробок и дороги были совершенно пустыми. В то же время мы видим то, что соцсети буксовали. Это можно, конечно, объяснить тем, что миллионы людей в Турции бросились сообщать о произошедшем теракте по соцсетям, однако, когда я позвонил своему телефонному оператору, мне сообщили, что в некоторых районах Турции интернет не работает. Такого рода ограничения имели место и раньше, начиная с демонстрации в парке Гази до последних терактов. Блокировка интернета и ограничение к доступу к информации – это типичная политика правящей партии. И, к примеру, в прессе и на телеканалах нельзя показывать место взрыва, трупы людей и разрушения. Партия президента Казахстана Нур-Отан, как и ожидалось, одержала победу на досрочных выборах в парламент республики, которые состоялись 20 марта. Вместе с ней в Мажилис вошли еще 2 партии, которые были представлены там и ранее. Таким образом, расстановка сил в парламенте Казахстана осталась прежней. Президент Назарбаев заявил, что, цитирую, «перед всем миром мы показали открытое прямое голосование при конкурентных условиях. Международные наблюдатели отмечают, что условия у других партий были ограничены». По данным Центра избиркома, нынешние выборы в парламент прошли при рекордной явке избирателей, чуть более 75%. Хотя наблюдатели сообщали о том, что некоторые избирательные участки пустовали. Вы видите фотографии, опубликованные в социальных сетях корреспондентом информационного портала Юра-Эйжа.нет, снятые в Алматы в 11 часов дня 20 марта. Как голосовали в самом большом городе республики? Репортаж нашего корреспондента Дмитрия Белякова.
Ожесточенный спор на Алматинском избирательном участке номер 20 произошел во время прямой трансляции казахстанского бюро «Радио Свобода». Председатель избирательной комиссии не хотел, чтобы журналисты взяли интервью у наблюдателя, представителя оппозиционной партии ОСДП. По его словам, он отлучился на 20 минут с избирательного участка, и за это время, по данным избиркома, проголосовало 240 алматинцев. Мы ездим по городу с утра, фиксировали очень много нарушений. В основном это люди, одни и те же люди по нескольку раз заходят. Бывают карусели, так называемые. Тоже фиксировали, сейчас разбираемся. Есть такие факты по городу. В данном участке номер 20 именно было несколько человек, одни и те же люди проголосовали 2-3 раза. Наиболее распространенное нарушение в ходе досрочных выборов в Нижнюю палату парламента, Мажилис и местные исполнительные органы Маслихаты – голосование за другого человека, говорят наблюдатели. Многие казахстанцы приходили на избирательные участки с несколькими удостоверениями личности – супруга, братьев, сестер или детей – и пытались проголосовать за отсутствующих родственников. На некоторых участках это им удавалось. К примеру, в Алатауском районе Алма-Аты репортер Азаттыка снял на видео мужчину, который опустил в избирательную урну несколько бюллетеней подряд. Siz неше адамға дауыс бердіңіз жаңа? Өзім үшін семьяңыз. Семьяңыз үшін неше адам барлығы? Барлығы неше адамға? 4 адам. Қызым, балам. Центральная избирательная комиссия республики назвала прошедшие выборы открытыми и прозрачными, а также рапортовала о рекордной явке. Избирательные бюллетени получили 75,16% от общего количества избирателей. Наименьшая явка зафиксирована в самом крупном городе республики – Алма-Ате, чуть более 32%. Наибольшая явка в Алматинской области – почти 93% избирателей. За проведением электоральной кампании следили 964 международных наблюдателя и представителей иностранных СМИ. Очень много пожилых людей, очень много людей, которые заслуживают. Ну, молодежь идет, конечно, но не сказать, что прямо сильно много. В Казахстане традиционно активно голосуют избиратели старше 40 лет. Интересный момент, который отметили эксперты в ходе избирательной кампании 2016 года – значительное омоложение парламента и местных представительных органов. Из текущих 127 кандидатов от правящей партии Нур-Отан лишь 33 ранее занимали место в парламенте, а средний возраст кандидатов составил всего 40 лет, что на 20 лет моложе предыдущего состава. Казахстанцы от нового состава депутатов ожидают улучшений в социальной сфере, но главное – мира и стабильности. Лучшую жизнь мы прожили, я уже 70 лет, и хочу, чтобы еще лучше было. Главное – стабильность, я считаю. И от этих выборов мы также ждем стабильности. Конечно, главное, чтобы мир был. Чтобы мир? Да. У нас выборы могут в республике. Выборы? Не знаю, как главный решит. 21 марта в Астане мониторинговая миссия ОБСЕ обнародовала свой доклад по прошедшим выборам. К выявленным серьезным недостаткам в ходе выборов наблюдатели миссии отнесли ограничение гражданских политических прав и отсутствие настоящего политического выбора для избирателей. Руководитель краткосрочной миссии ОБСЕ Мариетта Тидеи также отметила чрезмерное освещение главы руководящей партии президента республики в СМИ. По итогам досрочных выборов в Мажилис Казахстана прошли все те же 3 партии, которые в январе текущего года инициировали распуск предыдущего состава. Из 6 принявших участие в кампании партии в Нижнюю палату парламента прошли представители Нур-Отана, Акжола и КНПК. Партия власти набрала 82,15% голосов избирателей. Коммунисты и предприниматели чуть преодолели необходимый 7% барьер. Окончательные итоги выборов ЦИК установит на основании протоколов территориальных избирательных комиссий не позднее 26 марта. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Мы попросили дать оценку выборам в парламент Казахстана аналитика «Радио Свобода» Брюса Паньера. Брюс, здравствуйте. Выборы в Казахстане парламентские состоялись. Результат, в общем-то, никого не удивил. В парламент вошли все те же 3 партии, которые были в нем и раньше. Какая разница между старым составом, прежним составом Мажилиса и нынешним? Действительно нет разницы вообще. Поэтому была загадка мне, не только мне, некоторым, почему они даже провели эти выборы сначала. Говорят в Казахстане, что нужен новый парламент с новым мандатом, чтобы бороться с экономическим кризисом в стране. Но я не вижу, что эти депутаты могут делать, которые
бывшие депутаты не сделали, чтобы противостоять кризису. Поэтому я не вижу сил, но известно, конечно, что казахское государство много делает, чтобы поддержать курс тенге, например. Они затратили $500 миллиарда только в феврале. Это невозможно так делать бесконечно. Они боялись провести, логика такая, что они боялись провести выборы в следующем году, когда по расписанию должны быть. Потому что они думали, что популярность партии Нур-Отана была очень ниже, по крайней мере. Поэтому лучше провести парламентские выборы сейчас, когда они могут одержать огромное большинство голосов. Все важные выборы в Казахстане, как правило, проходят в досрочном порядке. На ваш взгляд, какая задача стоит перед новым составом? Вытащить страну с экономического кризиса, но, как я сказал, я просто не вижу как. Но если была девальвация тенге, которые все ожидают, скоро будет опять, еще раз. До выборов тогда, как я сказал, популярность Нур-Отана чуть-чуть ниже. Что они будут делать, я не знаю. У них, кроме кризиса, у них обязанности. Они будут провести Экспо 2017 года. В следующем году есть Азиада, я думаю, олимпийский, типа Олимпийских игр. Спасибо. В следующем году. Они тратят деньги на это тоже. Известно, что государство не будет очень популярно в следующем году, в близком будущем даже, потому что очень жесткие решения нужно делать сейчас. Тем не менее, новый парламент, большинство мест досталось Нур-Отану. Значит ли это, что сохранилась власть для того, чтобы потом при разговоре о преемственности будет выбран человек именно из того круга, из той системы, которая, собственно, контролируется президентом, и может, для этого и Нур-Отан занял столько мест. Безусловно. У Нур-Отана будет большое влияние на наследника, назначение наследника Назарбаева. Это неизбежно. Поэтому эта партия уже создали партию в первую очередь, чтобы поддерживать Назарбаева. Это было создано в начале 2000 году, я думаю, в 99 году. Но они сказали, их намерение было, чтобы поддержать Назарбаева и делать все возможное, что он всегда был президентом, когда он жив, по крайней мере. Поэтому эта роль не изменится. Абсолютно нет. Они будут там. Пожелания к работе нового парламента президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже озвучил накануне выборов в Мажилис. Они касались смены правительства республики. По закону, после утверждения нового состава депутаты должны будут проголосовать за доверие к правительству. И в случае недоверия премьер-министр вместе с кабинетом министров должны будут сложить свои полномочия. И вот что порекомендовал депутатам Назарбаев. Если вы хотите знать мое личное мнение президента, то я хочу вам напомнить, что правительство поменялось в прошлом году после президентских выборов. Это тоже по Конституции было сделано. Сегодняшний состав правительства разработал те законы и те программы, по которым сейчас мы все работаем. А это антикризисные программы, это 5 институциональных реформ. И я считаю, что состав правительства подобран очень грамотно. Люди образованные, молодые, владеющие языками, как иностранными, так и нашими, и профессионалы своего дела. Нам, мне кажется, надо позволить им довести до конца то, что они на себя взяли. В Таджикистане закончились российско-таджикские военные учения. Таджикистан и Россия продемонстрировали свои военные возможности для отражения возможных угроз, исходящих из Афганистана. Это самые крупные учения за всю историю военного сотрудничества двух стран. Они проходили на полигоне Харп-Майдон в нескольких десятках километров от границы с Афганистаном. Власти Таджикистана обеспокоены возможным проникновением скопившихся у таджикско-афганской границы, по разным данным, свыше 5000 боевиков различных террористических группировок, в том числе исламского государства.
В учениях были задействованы около 1000 бронетанковой и автомобильной техники, артиллерия, около 30 единиц военной авиации, в том числе 2 самолета дальней стратегической авиации Ту-95М и 3 самолета Ту-22М3. В них участвовали свыше 2000 военнослужащих российской армии, а также порядка 15 тысяч военнослужащих действующей армии Таджикистана. Были мобилизованы свыше 30 тысяч резервистов страны. Протяженность таджикско-афганской границы составляет более 1300 километров, большая часть которой проходит по сложному горному рельефу. Литва изменила свою военную доктрину. Главной угрозой официально названа Россия. Для обеспечения безопасности решено не только увеличить финансирование обороны, но и навсегда вернуть воинскую повинность, от которой страна отказалась почти 10 лет назад. Призыв уже был возвращен в прошлом году, однако тогда решение было временным на 5 лет. В итоге чиновники окончательно решили, армия должна быть смешанной из профессионалов и призывников. Это одна из 2 авиабаз НАТО в странах Балтии. Поменьше есть только в Эстонии. Это самая крупная в литовском городе Шауляй на севере страны. С 2004 года, когда Литва вошла в НАТО, здесь регулярно по принципу ротации несут дежурство пилоты союзников. За это время здесь побывали представители практически всех стран Альянса. Последние 2 года служба особенно напряженная. Не проходит и недели, чтобы истребители не поднимались в воздух для сопровождения российской боевой авиации над Балтийским морем. В том числе и активность россиян послужила поводом для изменения военной доктрины Литвы. Последний раз ее меняли в 2012 году, а всего новейший документ – 4-й за 25-летнюю историю независимости страны. Призыв на постоянную воинскую службу решено ежегодно осуществлять не на временной основе, а постоянно. Это означает, что в каждый календарный год ежегодно призывать на службу от 3500 до 4000 призывников. Такой ежегодный призыв решено осуществлять неограниченное время. Далее в программе. В странах Центральной Азии началось празднование Науруза. В Кыргызстане исламские фундаменталисты призывают отменить этот праздник. В других республиках объявлены выходные дни. Я считаю Науруз нашим национальным праздником, а не религиозным. И мы должны чтить свои традиции. В Чехии вспоминают украинских политзаключенных. В Праге завершился фестиваль «Кременсос», приуроченный ко 2-й годовщине аннексии Крыма. Прошло 2 года, и эти люди наконец осознали, особенно те, кто бегал с триколорами по площадям, их просто подло и цинично использовали. В Кыргызстане идут споры вокруг празднования Науруза. Исламские фундаменталисты призывают жителей страны через социальные сети не праздновать День весеннего равноденствия. Они заявляют, что праздник язычников противоречит исламской религии. Рассказывает Адилет Бектурсунов. Тенденция последних лет. Науруз становится все менее популярным. Основная масса верующих мусульман считает праздник языческим. В преддверии Науруза в социальных сетях распространились призывы не праздновать дату. Фундаменталисты убеждены, Науруз противоречит исламу. В исламе есть всего 2 праздника. Это Орозоайт и Курманайт. А то, что Науруз жгут арчу, это язычество. Однако официально запрещать праздновать мы не можем. Мы ведь живем в светской стране, а не в исламской. Официальное духовенство Кыргызстана считает, Науруз не является исламским праздником, и мусульмане встречают этот день скорее по народной традиции. Науруз или Новый год по солнечному календарю. Возраст праздника насчитывает более 3000 лет. Отмечать День весеннего равноденствия кыргызы начали испокон веков. Я считаю Науруз нашим национальным праздником, а не религиозным. И мы должны чтить свои традиции. Я всегда праздную этот день, так же, как когда-то праздновали мои предки. Сегодня Науруз бишкекчане встречают по традиции на Старой площади. Развернут целый юрточный городок. Всем желающим бесплатно дают отведать праздничные гостинцы. Большинство из опрошенных не придают празднику религиозного значения. Для них Науруз остается вестником весны и мира. Адилет Бектурсунов, Азат Нтымаков. Для настоящего времени. А в соседнем Узбекистане за несколько дней до официального празднования Науруза во дворах узбекских домов готовится традиционное блюдо сумалак, символ Науруза. Готовят его многочисленной семьей всю ночь. В день празднования в столице Ташкенте перекрываются дороги, чтобы жители могли беспрепятственно пройти к главным паркам, где разрешены народные гуляния. Следует отметить, что они сопровождаются усиленным нарядом милиции и повышенными мерами безопасности. Вокруг костра в лагере беженцев в греческой деревне Идомени собралось несколько сотен человек. Они празднуют Науруз. Для мигрантов это один из немногих поводов для радости. Иранские и тюркские народы отмечают День весеннего равноденствия 21 марта. Мы должны были праздновать Навруз на родине, но из-за войны и разрушений нам пришлось бежать из страны. Но сегодня все мы, курды, отмечаем наш праздник и будем делать это, где бы мы ни оказались.
В Идомени большинство празднующих этнические курды. Они рисуют на своих лицах национальные флаги и поют народные песни. Всего в Идомени проживает более 10 тысяч человек. Они вынуждены спать под открытым небом, бороться с холодом и дождем, страдать от недостатка еды. По последним данным правительства, на территории Греции находится почти 50 тысяч мигрантов. Они направлялись на север Европы, но столкнулись с тем, что балканские страны закрыли свои границы. В Праге завершился фестиваль «Кременсос», приуроченный ко второй годовщине аннексии Крыма. В столице Чехии состоялось шествие в поддержку украинских политзаключенных, о которых тоже много говорили на фестивале. Как изменилась жизнь в Крыму и как вспоминают события двухлетней давности его участники. В репортаже Дарьи Соловьевой. Крым – это мой дом, это там, где живут мои родители, это земля моих предков, так всегда было и так всегда будет. Это действительно святая земля, и уже не первые десятилетия идут за нее войны. Наверное, не просто так. Крымские татары не принимали участие в референдуме, они его бойкотировали. Я, конечно же, не была исключением, но это был, наверное, такой черный день в истории все-таки, и новый уже отчет новой истории и нового времени. Местные жители, то есть крымчане, не принимали как таковые участие в этом референдуме. Это были люди, привезенные откуда-то из материковой России, да, и из разных российских городов. Безусловно, стало хуже, потому что, как можно охарактеризовать сейчас Крым, это информационное гетто. Это такая изолированная серая зона, которая оказалась полностью отрезанной, да, от внешнего мира как такового. Там проходят сейчас репрессии против крымских татар, либо против тех, которые, скажем, не лояльны к российской власти, которые поддерживают Украину и не признают присоединение к России. Муж успел вывести нас с ребенком, сам вернулся в Новоазовск и с 19 сентября 2014 года без вести пропавший. Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, и Донецк, и Луганск. Мы украинцы. Хотите домой? Очень, очень. Хочу, и ребенок хочет, и семью хочу, и дом хочу свой, и... Хотим море Азовское наше, хотим детвору, хотим жизнь нормальную, новоазовскую. Прошло 2 года, и эти люди наконец осознали, особенно те, кто бегал с триколорами по площадям в феврале-марте 2014 года, они осознали, что их просто подло и цинично использовали, даже не обманули, их использовали. До многих людей дошло, особенно студенческой молодежи, что их дипломы, их документы, выданные в Крыму, не значат ничего. Бегство всего, что хочет иметь какое-то вменяемое будущее, я имею в виду молодежь, они просто бегут оттуда. Если уже совсем 2 словами попытаться определить крымское общество, первое слово, к сожалению, называется «страх». И второе слово – это ожидание. Ожидание того, что в один прекрасный день они проснутся, и все это исчезнет, как дурной сон. Я хочу вернуться в Крым, когда он вернется к себе домой. Тогда я смогу сказать, что я вернусь к себе домой. И это всегда, наверное, будет такая как ноющая рана, которая все равно будет постоянно тебе об этом напоминать, так как все об этом вокруг напоминает. То, что у тебя забрали или украли землю. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.